сначала мы делаем разогрев, как обычно, с музычкой весело и бодренько, и потом расходимся по команде. Nüüd moodustame rühma ja selle jaoks võtke palun üks pill, igaüks võtke üks pill. No võtta ükskõik mis pill, igaüks. Näete, teil on Matisse, ta joonistas, kuidas inimesed liigutavad, tantsivad. Дега. Нет, kas on veel? Плав находится на уровне начала роста ног. Нет. Помогайте другие команды. Правильно это утверждение? Это правильное утверждение? Нет, ты я пишуся. Взять ту фигуру взрослого человека, укладывается ровно 7 высот его головы. Ну, правильно? Или 8. Или 6. Я. Ага. О, конечно, смотрите, да? Так, хорошо. Как мы определяем длину руки? Как мы, помните, определяем длину половины руки у нас на уровне талии и пупка. Да? Только что говорил. Я не это говорил. Так, дальше. Длина руки как мы определяем? На середине. Ваша задача сейчас будет то же самое сделать, но с натуры. Мы с вами будем использовать уголь, высоту движения, как вот, например, на ваших карточках художники запечатлели движение балерины, в основном танцующих людей. Вот, также вам сегодня надо уловить основное, да, красоту этого движения, и вам будет дано по 5 минут на одну зарисовку. Да? Смотри, немножко ракурс поставь, Роберто, ты все-таки лицом. У тебя легко, ты че? И дальше берешь уже, смотри, ты уже наметил, и можешь плоскостью теперь и, например, сделать и у него черная футболка. Интересно. Встать. Даня, я считаю, даже не сильно фигурно. Так, и тогда у вас вопросы, да, это у нас такой, подумайте. Я использовал методы быстрой зарисовки, и также я использовал то, что длина человека, высота точнее человека, это 8 его голов. Мы считаем, что самое сложное поза это была поза Тасака. В балансе стоит, да, сложнее всего. То есть дело это как 8 голов? Да, например, может быть, конечно, да. Или, например, да. Плечи как Да.